Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Алданском районе выявлены факты причинения вреда окружающей среде. Недропользователь загрязнил водоемы. Световое шоу «Алгыз» и общая Соха. И жители Казани окунулись в культурные традиции народа Саха. Торжественно открылись Дни Якутии в Татарстане. Якутский борец Эдуард Григорьев завоевал серебро престижного международного турнира. Четыре природных пожара общей площадью 1000 гектаров ликвидированы в Якутии за сутки. По данным Минэкологии региона, продолжают тушить 17 очагов в 9 районах. Вблизи от населенных пунктов действуют лесные пожары в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском и Тампонском улусах. При этом жилым территориям огонь не угрожает. Борьбу с возгораниями ведут более 1500 человек и 140 единиц техники, в том числе 20 воздушных судов, большинство из которых ведет патрулирование. Накануне режим чрезвычайной ситуации введен на территории Хангаласского района. Еще в 10 улусах действует особый противопожарный режим. Несколько минут назад завершилось совещание КЧС по лесным пожарам. И вот что сообщил первый зампред правительства Дмитрий Садовников. У нас действует 17 пожаров. В части того, что каких-либо там опасных ситуаций в части населенным пунктам мы не видим. Но картина меняется, действительно, то, что где-то убывает, где-то добавляется. За последние сутки у нас добавилось в Хангаласском, Мегино, Кангаласском и Усманских районах, что картину, как говорится, усугубляет, и ареал пожара добавляется по территории. Но мы и по этим пожарам работаем. В пределах 10 километров к населенным пунктам действует 7 пожаров. Везде люди работают, сил и средств хватает. Также леса обработают от шелкопряда в Якутске и 2 районах. Мероприятия запланированы на этот месяц и пройдут в окрестностях столицы, а также в Хангаласском и Намском улусах. Все лесные дороги, ведущие к очагу распространения сибирского шелкопряда, будут оборудованы информационными знаками о запрете на посещение участка на весь период обработки и карантинного срока. Травить гусениц будут авиационным способом, химическим препаратом клонрин. По параметрам токсичности препарат относится к 3-му классу опасности, и в связи с этим во время обработки и после нее не рекомендуется собирать на этой территории грибы, ягоды, лекарственные травы и другие пищевые ресурсы. А в период половодья в Алданском районе выявили факты причинения вреда окружающей среде. Недропользователь загрязнил водоемы. Татьяна Вахнина узнала, как привлекли виновных к ответственности. Старый горный участок никто не разрабатывает, ни организации предприятий нету, не наблюдаем. Река Талая. Это кадры оперативной съемки, произведенные 29 мая сотрудниками Алданского комитета государственного экологического надзора на реке Талой, являющейся притоком реки Якакит. Вешние воды попадают в русло с отработанного горного полигона. Минувшей весной этот прецедент загрязнения водного объекта стал не единственным. В большинстве случаев нарушители определены. Это ручей Сланцевый, месторождение, правый переток реки Левый Иллымах. Это ручей Батревский, левый приток реки Артасала, который загрязняет водный объект. А это съемка, сделанная на реке Большой Куранах в середине мая. В водный объект попадают отходы деятельности, которую ведут недропользователи. По факту загрязнения реки в Алданский комитет государственного экологического надзора обратились местные жители. Были проведены работы у недропользователей на руслоотводной канаве, что вследствие чего вот вода омывает все берега свежие и дно берега руслоотводной канавы, и вот загрязняется водный объект. В весенний период 2021 было выявлено 5 фактов загрязнения водных объектов. В отношении недропользователей возбуждены производства. В 2 случаях решения приняты. Виновные привлечены к ответственности. 3 материала находятся на рассмотрении. По факту загрязнения водного объекта вся информация передана в Росприроднадзор и районную прокуратуру. В
период половодья ежегодно регистрируются факты нанесения вреда окружающей среде, и 2021 год исключением не стал. В настоящее время нарушения природоохранного законодательства устранены. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Якутске наряду с деревянными двухэтажками нуждаются в капитальном ремонте и устаревшие дома КПД. Они составляют значительный объем жилфонда столицы, в котором по усредненным подсчетам проживает порядка 60 тысяч горожан. Ульяна Шагина выехала в один из таких домов по обращению жильцов, которые бьют тревогу. Фундамент дома осыпается, а фонд капитального ремонта перенес сроки работ с 18 на 25 год. Жильцы дома по улице Бестужева, Марлинского, 9/2 начали бить тревогу, когда заметили, что конструкция дома начала осыпаться. Все это можно разглядеть невооруженным глазом. В некоторых местах с улицы даже видно помещение техэтажа. Вот эти руины, получается, над вторым, на третьем этаже. И наши соседи вот всегда говорят, мы ложимся спать и не знаем, то ли провалится дом, то ли будет нормально стоять. Но, слава богу, пока еще стоит. В своих бедах жильцы обвиняют управляющую компанию «Промышленная», обслуживающую их дом, которые вовремя не следили за техническим состоянием дома. Трубы в тех этажах подтекают круглогодично, только прошлой зимой они же и вынесли 2 КАМАЗа выдолбленного льда из-под здания. Капать не перестает и в летнее время. Тут откуда-то течет с этих. У нас трещины по домам, даже дома трещит все, звуки слышатся. Как оказалось, проблемы жильцов этим не ограничиваются. В квартирах верхних этажей протекает крыша, а для пенсионеров преградой является лестничная площадка. Тут мы спотыкаемся, падали. Моя соседка инвалидка, она кое-как тут выходит. Вот это здесь не было вот этого. Тут она сколько раз падала. Это уж. За техобслуживание ежемесячно приходится отдавать внушительную сумму управляющей компании. Жильцы показывают квитки и не могут понять, за что они платят, если нарушения никак не устраняются. Вот у меня двухкомнатная квартира, за техобслуживание я плачу 881 рубль. Я вот так вот логически подсчитала, если у меня двухкомнатная квартира, у нас дом здесь однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные. Техобслуживание в год у нас обходится где-то 1 200 000. Жильцы уверяют, что в 2018 году в доме должны были по графику провести капитальный ремонт, но по каким-то причинам сроки были перенесены на более позднее время. Не дождавшись помощи от управляющей компании, сами обратились в фонд капитального ремонта за разъяснением. Мы когда пошли, значит, в организацию, которая занимается капремонтами, нам сказали: ой, извините, пожалуйста, мы ваш срок перенесли на другой год, потому что у нас появился дом, который неотъемлемо вот на данный момент требует ремонта. И нас опять перенесли. В самом же фонде заверили, что переносов сроков по дому не было. Запланированный капитальный ремонт фундамента именно в этом доме в 25-27 годах. А в 30-м году ремонт фасада и крыши. Но у жильцов всегда есть право приблизить свои сроки. Для этого всего-то-навсего нужно всем домам увеличить размер ежемесячного взноса, отметили в фонде. Ну а если нет такой возможности, то придется ждать либо обвала, либо капремонта через 5 лет. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Световое шоу «Алгыс» и общее Сохо и жители Казани окунулись в культурные традиции народа Саха. Состоялось торжественное открытие Дней Якутии в Татарстане. На центральной площади Казани развернулось настоящее театрализованное представление, рассказывающее о нашей республике и о многовековых связях двух братских народов – якутского и татарского. Сотни жителей и гостей города смогли увидеть уникальное световое шоу, которое проецировалось на Урасу. Кроме того, каждый желающий смог встать в круг Сохо, танец единения и дружбы. Напомним, что деловая программа форума стартовала 7 июня. Уже подписаны важные соглашения между двумя республиками, направленные на развитие и углубление двухсторонних отношений в самых разных областях, таких как культура, образование, инновации, торговля и наука. Сегодня мы обучаемся здесь, в Татарстане, и внимательно изучаем те практики, которые позволили Татарстану вот в последние 15-20 лет сделать действительно такой гигантский рывок в развитии. И сегодня Татарстан знает не только в России, знает по всему миру. И есть чему поучиться. Но и нам есть что показать. Мы вот буквально за 2 дня
Ну, я думаю, что уже до десятка проектов, очень больших, серьезных проектов, интересных для нашей республики, мы здесь уже обсудили, они будут реализовываться. Выставку «Сохраняя традиции» открыли в Якутском музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Организаторами выступили само учреждение и школа высшего мастерства СВФУ «Уран-ИС». Экспозиция знакомит с самобытным традиционным искусством народа Саха. Можно увидеть работы народных мастеров, реконструкцию национальной, мужской и женской одежды, начиная с 17 века. Кроме этого, представлены древняя национальная посуда, убранство верхового коня и предметы с археологических раскопок, начиная с 1930-х годов. Выставка продлится до 21 июня. Сейчас о спорте. Якутский борец Эдуард Григорьев завоевал серебро международного турнира «Мемориал» Вацлава Циолковского. Спортсмен уступил в финале американцу Диако Михалису со счетом 4-7, но все же оставил хорошее впечатление о себе, с учетом того, что он выступал категории выше. Во всех схватках якутянин действовал очень активно, всегда шел в борьбу и работал в наступательной тактике. Было заметно, что Григорьев уступает сопернику из США в мощи и весу. Участников деловой программы чемпионата мира по игре «Го» принимают в Дальневосточном университете. На событии собрались представители власти, бизнеса и компаний мирового уровня. К участникам обратились космонавты, которые пристально следят за ходом турнира и игроками. Открыли работу первой сессии космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Олег Новицкий. На матче политиков и бизнесменов сыграли завершающую комбинацию в челлендже «100 ходов» до всемирного фестиваля Genius Extreme. Участие принимает и делегация из Якутии. От Якутии во Владивосток приехало 11 человек. 4 из них – это члены нашей национальной сборной, плюс запасные. В Кубке России мы показали довольно неплохой результат. Каждый, кто-то более хороший, кто-то менее хороший. У меня, например, 3 победы, 2 поражения. Я считаю, вполне неплохо сыграл. А в командном чемпионате России, судя по всему, хотя я точно еще не знаю результат, скорее всего, мы заняли 5 место из 6. Но на самом деле это первый раз, когда Якутия вышла в финал чемпионата России командного. И это на самом деле потрясающий результат. Мы никогда такого не показывали. Надеюсь, что в следующие годы мы сможем составить более серьезную конкуренцию западным командам. Но в частности мы обыграли Свердловскую область. Это большое для нас достижение. Была такая принципиальная победа. Было очень тяжело. Соперники были сильнее, чем мы. Но мы справились. Также мы сыграли в ничью сенсационно, я считаю, со сборной Питера. В Питере также очень сильные игроки. Несмотря на это мы смогли выиграть 2 партии из 4. К этому часу это вся информация. Оставайтесь на нашем канале.